Чё, на РТ, с вами снова комедий-этноблогер Генрих Немчинов. Сегодня я вещаю со столицы Арктики, с Мурманска. Сюда приехал с столицы Республики Коми, Сыктывкара. По сравнению с Сыктывкаром тут холодней, поэтому прежде чем начать этот фильм, я сделаю вот так. Спасибо землякам мастерской Югодарта за теплые вязаные вещи. С ними в Мурманске точно не замерзну. Город Мурманск расположен за Северным полярным кругом. Мурманск находится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря. Город основан 106 лет назад. Испокон веков город славился рыболовством. Мурманск известен как город моряков. Вот я дошел до Мурманского порта. Позади меня стоит ледокол «Ленин». Преимущество города Мурманска в том, что тут находится незамерзающий порт. В городе Мурманск много всего самого северного. Самый северный Макдональдс, самый северный океанариум в Европе, а по улицам Мурманска ездит самый северный троллейбус. На улице прям очень холодно, зашли в порт погреться, а тут проходит выставка «Цвета Арктики» называется. Очень красивые фотографии выставлены. И мне нравится, что они не висят просто на стене, они поставлены на мольберты. Выглядит эстетично. И прямо в порту есть кафе, где продаются морские блюда, живые прямо. В порту встретили местного жителя Евгения Евдокимова. Он проводит экскурсии по Мурманской области. На нем была одежда местного бренда «На севере жить». Гуляют в центре Мурманска. Тут вполне ухоженные дома стоят. Не многоэтажки. Взял с собой коптер, но тут очень ветреная погода, и плюс еще несколько стратегических объектов находится в Мурманске. Летать, наверное, нельзя, я рисковать не буду. В Мурманске пошел дождь, идем в гостиницу. Это, кстати, филармония мурманская. Внутри филармонии стоит орган. Павел, это я вам привез наш местный журнал, на каком языке? Елага называется. Спасибо большое. Елага — это эхо. Молодежное эхо, очень стильный журнал. А заселился в Мурманске, в центре, в простеньком отеле «Губернский». В коридоре расстилался красный ковер, как будто на Каннском фестивале. Комната была одноместной, с неброским ремонтом. Ухоженный туалет, прихожая, гостиная. Вот на рабочем столе стоит мой ноутбук. Я собирался работать, но... Сильный ветер мешает, расскажу закадровым голосом. В Мурманске очень сильные ветра. Можно распахнуть зонтик и улететь. А позади меня стоит памятник Великой Отечественной войне Алёша. Каждый мурманчанин советует его посетить. Я послушался. Монтировал ролик на экспорте. В Мурманске белые ночи. Я ложусь спать, завтра просыпаться в 4 утра и ехать в Кандалакшу. От Мурманска до Кандалакши 3 часа езды. Меня ждал путь через лесотундру, а еще проезжали много озер. Говорят, в Мурманской области около 100 тысяч озер. Самое крупное озеро Мурманской области – Имандра. Михаил Пришвин про это озеро писал: «Имандра – это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился». У этого пустынного, спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Имандра находится на высоте 127 метров над уровнем моря. Название, одно из версий, происходит от того, что сюда гнали политических заключенных. Они были в кандалах, поэтому Кандалакша. Мы на улице Первомайская, 2А. Заброшенное здание, кирпичами замурованные. Да, в Кандалакше заброшки есть, как и в каждом городе, наверное. Но украшенные здания тоже присутствуют. Вот, например, пятиэтажка, на которой изображено Белое море и впадающие в него реки. В городе есть аллея дружбы, посмотрим ее. Такая небольшая аллейка, тут, как понимаю, стоят арт-объекты. Зонтик, например, памятник тюленю, скамейки, формы интересные. Морской порт Кандалакши находится в губе Лупче.
Берега губы Лупча гористые, покрыты тундрой и смешанным лесом. В губу Лупча впадает река Нива. К ней я сходил, но ночью, а днем кое-что было. А вот и, друзья, пришло время раскрыть все карты. Места шикарные, просто вишенка. Белое море. А приехал я сюда на фестиваль Беломорье. Нас, блогеров и журналистов с разных регионов, позвали сюда, чтобы мы помогли организовать в следующий раз фестиваль лучше. Чтобы мы своим взглядом оценили этот фестиваль, оставили свой комментарий. И я свой комментарий оставлю в финале ролика. Беломорье шло 2 дня. Первый день было открытие в Кандалакше. Народные, заслуженные и государственные коллективы пели свои песни. Целый день мы пели, плясали. Я побывал на мастер-классе у Марины Девятовой. Взял контакты у Марины Девятовой. Будем переписываться. Она хотела оценить треки у Владимира Трошева, моего друга-гармониста. Может быть, когда-нибудь будет с ней фит. Заселили нас, блогеров, в Кандалакше, хостел «Скандинавия». Сверху выглядит так, как будто кусочек Финляндии вырвали и поставили в Кандалакше. У каждого свой вход. Вот это ход с улицы. Тут такой шкаф стоит. Пройдемте. И вот такой номер. Я буду тут жить один. Так, номер двухместный. Кухня. Стоит вода. Тут что? Тут тарелки находятся. Даже бокалы есть. Заходим в ванную. Картина. Прям над унитазом. Душевая кабинка. А завтрак в Скандинавии получился королевским. Семга из Белого моря, свой хлеб, овощи. Вкусно. В Кандалакше есть такое понятие, как... Это когда солнце совсем не садится за горизонт. Белые ночи длятся 41 сутки, начиная с 1 июня. Не пропускать же этот момент. Я вышел прогуляться. Пять минут ходьбы от гостиницы, и я нахожусь около реки Нива. Это Кандалакша, а почва тут гористая, сплошные сопки. В Кандалакше через реку Нива проложен пешеходный мост. По нему я прогулялся и чуть не попал под раздачу собак. Хорошо, они оказались добрыми. Мост высокий, красивый, можно гулять, любоваться природой. А главное для жителей значимый мост – связь с другим берегом. Тумба-тумба. Тумба тум тум тумба 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 тум 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 тумба тум тумба 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 тум. Наш караван автобусов прибыл в Умбу. И тут нас уже встречают с табличками волонтеры. Так, что тут у нас? Восстанавливай, Слава. Русский проект. И таких табличек куча. В Умбе впервые за 3 дня нанесли защиту от комаров. И со всеми фольклорными ансамблями и коллективами стали наступать на село по главной улице. Умба основана в 1466 году. Она имеет 2 части – старое и новое село. У финно-угров слово «умба» означает «закрытое». Возможно, так назвали село из-за рядом протекающей одноименной реки. Она очень порожистая. На берегу старой Умбы стоят рыбацкие постройки. В последнее время, наверное, я стал взрослеть. Очень интересуюсь домами, домостроением. В Умбе, хочу сказать, много домов с мезонинами. Мезонин – это пристройка на крыше. У нас в Коми оленеводы, ижемцы там хранили свои вещи. Тут так много камней, что аж заборы строят из них. Забрел мурманские леса. Каменистая почва, камней много. И комаров. О, куча. Чешусь.
Новая часть Умбы расположилась на берегу губы Малая Пирья. Там и праздновали масштабный фестиваль Мурманской области. В песенном кругу на малой сцене выступали коллективы области и приглашенные гости из других регионов. В шатре народных умельцев проходили мастер-классы. А в горнице Познания, тоже шатер, лекции и беседы проводили. Еще на фестивале на площадке Северные Громы рассказывали про игры и обряды поморов. Поморы – это древний народ, обитающий на Беломорском побережье. Как мы топим за сохранение и популяризацию коми-языка, поморы радеют за свой родной поморский говор. А говор очень привлекателен, а незнакомцам поморские слова даже смешны. Поморы говорят вместо море – морё, вместо ч произносится мягкое ц, дочка, чайка, вместо щ произносится ш, шука, тёша. Прочитаю отрывок сказки на поморском говоре. Курочка голову ему приподняла, и молодка-то петушку в рот по глоточку. Петушок открыл глазки, кашлянул, замахал крыльями, проглотил зернышко, обрадел, закукарекал. Плавно перейдем к итогам фестиваля. Я оставляю комментарий такой. Замечательно, шикарно. Меня встретил волонтер, мурманчанин Павел, спасибо тебе большое. Ты сразу сказал, что волнуешься по поводу трансфера, потому что фестиваль проходил в нескольких местах. Хочу сказать, что ты и вы, волонтеры, справились. Никто же не потерялся. За участие на фестивале Беломорье нам подарили пакет и вот такую штучку. В этой плетеной из веревки корзинке чашка, Умба 2022 написано, и деревянная коробка. А внутри варенье. И пакет. Сразу сделаю примечание. Я бы сделал шопер вместо пакета. Тут шарик, опять же с логотипом фестиваля. Угадайте, что внутри шарика? Карабинчик. Его можно закрепить на куртку, на рюкзак и куда-то понести с собой. А внутри шарика находится плащ. Одноразовый дождевик. Подарили грамоту, которая оформлена на поморском языке. Памятная грамота. Сим подтверждается, что гость дорогой посетил поморский поселок Умба, что на Терском берегу улыбкою встречен был, душу согрел на празднике нашем. Подарили также несколько книг, например, сказки Беломорья. Детские иллюстрации здоровские, рассматривать можно. И подарили нематериальное культурное наследие Мурманской области, часть 1. И завершу обзор подарков чехлом для мобильного телефона. Вот он какой интересный, странненький. Мобильный телефон внутрь суется, закрывается, и можно как сумку вот так носить. Здорово. На такой приятной нотке завершу свой ролик. Мурманская область, спасибо за впечатление. Организаторы, спасибо за приглашение. Мои дорогие зрители, вам желаю удачи, добра. Еще увидимся. Сестры